Какой свежий воздух. Всем привет. 4 часа утра. Печка дымит. Ночью один раз вставал. Там уже почти он потух. Потом подкинул дрова. Спал нормально. Тяжело вставать. Утром самый хороший сон. И ночью было, когда вставал, я не смотрел, сколько времени было. Было безоблачно, звезды и холодно. Как будто чуть-чуть даже подморозило. Но оно местами подморозило. Роса. Тулан в будке ночевал сегодня. Бездельник мой. Сейчас я попью чай и все-таки схожу на охоту. На этом берегу два озера проверю. Если утки будут, может еще перейду на другой берег и там проверю. Хотя там места, не знаю, сходить или нет. А он будет лаять очень сильно, уверен. Что поделаешь? Он такой. Занесу еще одно полено. Подкину, пускай тлеет. Вот это полено возьму. Ой. Вот. Вообще классно все. Никакого запаха деготи не было. Наконец-то я избавился от этого. Вот тут простынь я постелил. Двери открыты всю ночь. Ночевал, балдел. За всю ночь. Прикинь, один раз только подкидывал. И все время клеит. Полностью поддавало, закрыл. Вот. Ну, давайте сейчас попью чай и сходим. Проверим, хоть утка есть или нет. Ну все, ребят. Пошел я со своей старой двухстолочкой. 20-й калибр. Пока не лает. Здесь недалеко первое озеро проверю. Еще на дальние озера сходим. По пути еще на обратном пути фотоловушку возьму. Он у меня почти месяц уже. Тоже на охоте. Так что посмотрим. На улице прохладно, демисезонную куртку одел. Птицы поют. Вообще здорово. Уже чуть-чуть пахнет. Начало осени уже есть. Осенний воздух уже. Прохлада. Утки. Да, есть.
Улетели. Улетели, ребят. Может, еще круг сделают. Штук 15 их было. Там еще сидит. Да, утки. Один есть. Один остался. Чирок. Там еще плавают. Странно. Там еще два плавают. Не улетели. Этот умер. Где они? Этот есть. Где там крякает? А вон. Вижу. Блядь. Улетел. Короче, одного сбил. Чирок. Ой. Еще двое сидело. Кряк в первую очередь улетели. Ой. Как его доставать, интересно. Чирок. Фу. В принципе, не глубоко, но он в то же время топит. Ага, сейчас. Ух. Штук 15 кряков я видел. И они вот отсюда начали вон туда плыть. А вот такие чирки остались. 3 штук видел. Один вот упал, и один улетел. Последний вообще побежал. Или молодой, или под ранком ушел. Сейчас хрен найдешь его трое. Далековато стрелял. Ну, удачно. Доставать вот только проблема, блин. Ладно. Как-то надо достать. А как? А как? Ух ты. В принципе, дно нормально. А, нормальное дно. О.
Бля, и самое главное, что сапоги у меня не были дырявыми. Ну, достал, ребят, я. Первая утка-черок. Вот так вот. Хороший уже. Конечно, молодой, но в голову попала. Дробинка. Дробинка в голову попала, ребят. Вот он. Ну и отлично. Начало есть. Ну что, ребят, с первой добычей. Первая утка в этом году у нас получилась. Именно первая утка в этом году. Так как я весной вообще ничего не добывал. Не удавалось. А осенью нам природа дала первую утку. Это черок. С добычей. Это озеро. Знаете, раньше очень много уток тут водилось. Озеро побольше было, а сейчас брод можно переходить. Все высохло. Хорошо, дно здесь твердое, и смог я достать. Отлично, начало охоты. Взял пакет. У меня еще тут спиннинг есть. Если на открытой воде, там, где вот чистая вода, нет травы, спиннингом, думаю, легче будет доставать. А прежде чем достать, надо еще добыть, что очень даже нелегко. Но уток до хрена было здесь. Очень много вот. Но ветра нету, ничего нету. Кряку, видать, уже меня издалека услышали. Насторожились и начали уже уплывать. Но хотя не все такие шуганные. Вообще высохла. Грузди. Это уже настоящие грузди. Вот, ребят. Ножа нету, ничего нету. Ну, только одну штуку вижу пока. Он хороший. Все, иду на пролом. Бывает, так выскакивают, если есть. Оказывается, рыбы, наверное. Такие хорошие волны были. Вон идет. Не попал или что я? Промазал или что? И нырнула, блин. Значит, зацепил я его. Зацепил. Ой. Вон плавает. Вроде, ребят, я его зацепил. Он умер. В лед стрелял. Вон там еще плавают 2 штуки. Вроде как умер эта утка. Умерла. Там в конце озера еще одна появлялась. А вон плавает. Вон переходит озеро
Далеко не приблизить вам. Сидит. Уплывает туда. Ладно, схожу к этой. Потом уже с этим разберемся. Даже две. Взлетели. Бля, в другую сторону улетели. Может, еще подлетят. Обычно они круг делают. Нет. Две утки сидели и улетели. Пока не шуганные. Так, напротив березы там надо сходить. Понятно. Ой. Где мои 17 лет? Да нет, добыл, ребят. Сомневался. Как сказать, гнилые. Сомневался, что он еще там плавает. Он умер. Утка, я имею в виду. Ой. Так, палку надо. Он подойдет. На приличном расстоянии так. Вон она. Утка наша. Вот. Сейчас надо мне его достать как-то. Или ее, я путаю род этот. Ну, я его зацепил в лед. Потом он сюда сел. Почти с той сосны я выстрелил. Далековато для оружия. Для гладкоствольного оружия. У меня в разброс так дробь прошла. И выплыл нырнул, выплыл и умер. Все, короче. Такая судьба у него. Здесь глубоко. Здесь просто так. Здесь просто так его не достать. Так. Ах, чуть-чуть не долет. Зацепился. Разве такое бывает, ребят? С первого раза. Куда он зацепился? За голову, что ли? Так классно идет, ребят. Вот так вот. И достаем утки. Спиннинг выручает. Имейте в виду. На всякий случай, кому интересно. И что за утка? Этот черник или что? Ну да. Похоже на то. Опачки. Ух, какой тяжелый. Или гоголь это. Гоголь, ребят. В прошлом году или позапрошлом, когда это было, двух я тоже подбил. Ну да. Вот, ребят. Рана какая. Это я в лед попал. Когда он летел, в лед попал. И он поэтому и упал. Да. В лед я попал 100%. Гоголь. Отлично. Спиннингом достал. Все, класс. Ну вот еще раз, ребят, показываю. Гоголь. Вот такая утка. За это утро пока вторая утка. Не знаю, как дальше будет. И как сказать, впереди там избы. Знаю, там охотники тоже есть. Но как ни странно, ни одного выстрела я не слышу. И я решил так, схожу я еще дальше. Там хотя бы 3 озера я еще проверю. И может даже на другой берег и не пойду.
Здесь пройдусь по дороге. Там как повезет. Утки есть. 2 озера, и на обеих озерах пока утки были. А здесь 3 штуки. Там вот целая партия такая большая была. 2 утки здесь взлетели, улетели. Ну, чирки, да, тоже были. Чирки, да. Я так думаю. Что-то в утке большая рана. Какой дробью-то стрелял. 3 номер или что там, дробь какая-то. Рана перебор большая. Грузди, выход груздей уже есть. Да вообще всех видов грибов для соления и обычные грибы везде. Их много. Но не в этот раз. Другой раз приедем, уже солеными грибами займусь. Здесь большое озеро. Но редко когда тут уток видишь. Кормовая база, наверное, плохая или глубокая, из-за этого. Не буду задерживаться долго. Поздней осенью тут перелетные утки тоже сидят большими партиями. А так, чтобы вот местные утки, ну, на самых концах, где вот по глубина поменьше, вот видишь. Ладно, еще схожу дальше. Сейчас уже надо идти, конечно. Но не так близко. Следующие озера. В холостую придется идти. Прогуляюсь. На этом берегу проверю озера. И все, шабаш. Не пойду на другое. Там сейчас практически возле озер тропинок нету. Мало кто охотится там. И в такую тихую погоду просто нереально подходить к уткам. Каждая ветка зацепляется, там елки, береза. Бесполезно. А так здесь пройдешь по дороге. И озера тут возле дороги. Вот. Сейчас солнце встанет, жарко будет. Ладно, идем. Идем потихоньку. Мне очень нравится так на плече оружие. Просто вот бывает и охотишься, ходишь. Конечно, результат нужен тоже, но мне вот нравится ходить. С удочкой сидеть мне надоедает. А вот с ружьем люблю. Нравится. Небольшой пруток яголи. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вон. 8, 10 и кругом грибы. Вы представляете, сколько грибов? Все такие хорошенькие. Вон. Тут тоже. Прям их очень много. По всей дороге так. Что я вижу, кругом грибы. Навалом. Даже белые вон тут есть. Вот они. 1, 2, 3 белые боровики. Первый сорт. А красных не сосчитай. Везде они. Все, сезон уже начался, блин. Вон гриб. Почему, блин? Да потому что он белый. Потому что, ребят, надеешься, что
как сказать, белый. Откладываешь на завтра, послезавтра. В сентябре соберу грибы. Да хрен, может и в сентябре уже не быть. Так что сейчас выход есть, надо быстро-быстро собирать. Кто любит грибы. Фильм выйдет, хрен пойми когда еще. У меня, я имею в виду. Так что предупреждать бесполезно. Бесполезно это. Я пытаюсь предупредить, чтобы вот люди собирали. А фильм выйдет уже, может, в сентябре. Вот такие дела, ребят. Тут недалеко уже очередное озеро будет. Где надеялся, никого не увидел. Фу. Нет уток. Самое обнадеживающее озеро, где постоянно сидят. Я бы даже на перелетах здесь с чучелами посидел. Каждый год это повторяю, ребята. А сейчас, может, кто-то уже с утра пугнул. А здесь на повороте изба. Там избы. Не знаю. Сейчас еще схожу, 2 озера еще гляну. И буду возвращаться. Я надеялся, что здесь уток увижу. Ну, другой раз. Здесь подъем, конечно, капец. О, вот это да. Ноги не проснулись еще. Бля, не заметил. Волн. Кое-как волны только видел и все. В траве сидели, бля. Не увидел. Только подготавливался к осмотру. Я думал, от рыб там волны идут. Кряку не просто так взять. Ладно. Уже ничего не теряем. Идем. Улетели далеко. Обычно круг так сделают. Позапрошлом году вон там сидели. Я подошел, стрелял, он показывал. Только перья остались еще. Зимой тоже проверял на рыбу, искал, видеокамерой. Вообще ни одной рыбы не видел. Глубокое озеро, между прочим. Какое-то черное, блин. Давайте еще одно озеро там. Еще раз смотрю вот отсюда. Ну, за елкой я был. Вот за этой елкой. Нереально было увидеть их. Нереально. Они в траве, как бы лопух или что там, это большие вот эти листья, которые на воде.
там сидели. И когда они неподвижны, просто их не замечаешь даже. Одел перчатки одну на левую руку. Там рана опять открылась. Вот, приходится так. Вон медведь. Вон он свежий. Буквально сегодня или вчера ходил. Потому что после дождя. Вон они следы. Ай, не хочется с ними встречаться вообще. Желания никакого нет. Раз начал, уже схожу. Это, считай, медведи возле евроизбы. Тут уже евроизба, который я прозвал так. Так что, Андрей, бери с собой пули, картечи. Не крупный медведь, совсем малыш. Ну и может с мамкой где-то вместе ходят. Огроменное озеро. Нету ничего. Никого нету, как всегда. Не, реально тут редко, когда я уток вижу. Ладно, все, это заключительное озеро, потому что до следующих топать тоже, и он гуще леса уже. Туда не пойду. Хватит. Тут Андрей еще скосил к озеру тропинку такую. Ничего не задевает подходить. И когда, скажем, после дождя все сырое, а когда тропинка чищена, ты не отсыреешь ничего, как по аллее иду. Ну тут изба рядом уже. Вот эти коричневые грибы тоже грузди. Тоже вот так подумаешь, это поганка. Нет, ребят, это грузди. Я не знаю, как правильно называется. Вот такая коричневая шляпка. И так чистится хорошо он. Особо запаха никакого нету. Он чистый, с молоком. Выходит молоко. Вообще идеально. Но, ну да, есть запах. Запах гриб такой вот. Для соления чувствуется. Вот и изба. Челом зарокорка. Заходить не... Ох, окно-то разбито. Один слой. Трещину дал. А от чего это? Ничего себе. Ну да. Может, прижало? Не должно. Может, что-то птица залетела. Очень возможно. Бывает, птицы в стекло залетают, и от этого может разбилось. Вот. Ну тут все, чистота, порядок. Скосили летом траву, но по-новому хоть коси. Столько уже выросло, блин, сантиметров 30, наверное, уже высотой трава. Сейчас к речке еще сходим. Ничего себе, высохла река. Мама, не говорю, и там остро даже получилось, или что там, от коряги. Нормально. Да, по такой воде, блин, добраться до избы трудно будет, если вода не поднимется. Вот такая река стала. Мелкая. Капец, высохла. Смотрите, как берег уходит. В воду уйдет.
Вот так. Ну, я и не заметил, там профнастилом даже закрыто. Баню отремонтировали, я смотрю. Тоже дверь там стоит. Вроде баня негодная была. Так что, ну здесь охотники и рыбаки тоже каждую осень, весну тут живут. Конечно, надо поддерживать все. А профнастилом сейчас, наверное, закрыли. Что-то не помню. Или профнастил был один лист. Там не хватало. Что-то вот изменилось насчет этого, как сказать, крыши. А так, все остальном, все четко. Привет, Андрей, если смотришь. С избой все хорошо. Ну, заходить не стану. Пойду обратно. Сфотографировал. Фотографию в телеграм-канале и в ВКонтакте, там, в группе. Выложу там в описании под видео ссылки. Найдете телеграм-канала и контакта. А я сейчас пойду обратно. Будут, если утки, также я буду проверять. Утки с крыльями. Как бы шли и не было, а сейчас возвращаться будем, они могут быть. Если увижу уток, включусь. Если нет, так встретимся уже возле фотоловушки. Я сейчас буду забирать фотоловушку и пойду обратно на избу. Все, утренняя зорька. Будем считать, что уже почти закрыто. Ну, может, друг где-то еще увижу кого. А так, утро хорошее, тихое, спокойно, без ветра. Листья вот желтеют уже. Рябины до хрена в этом году. В лесу рябины, где дерево, там и рябина. Так что это хорошо. Это говорит о том, что, возможно, будут много рябчиков. Будет, как сказать, жирные медведи, кто охотится на них. Вот. Посмотрим. Все впереди. Какая охота будет. Будем снимать. А я пошел.